Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня погожий денек такой классный сегодня, но чуть-чуть ветрено. В общем, не столь важно. Самое главное, вот ко мне на полное обслуживание приехал керамики, но вокси, комплектация керамика или керамики, что-то такое. Кто как называет, я, керамика называю. В общем, он был без пробежечка. Как-то парень этот звонил мне, что не мог завестись. Аккумулятор у него, обычный 12-вольтовый, там маленечко вспучился или чё, блин. В общем, болезнь у них бывает. Нет, да нет, у меня тоже такое было на воксике. Старый аккумулятор вздулся почему-то, начал греться. В общем, сейчас полная проверка, тест. Сперва сюда. Сперва вот на вот этого красавчика, а потом клапан EGR. Все, приятного просмотра, дорогие друзья. Приступаем. Итак, открываем пенаты. Опа! Так, двигатель. Вот видно, как проверить помпу сразу сверху. Потому что сейчас девушка приезжала на ВЦ, у нее бултыхания нету и звука нету. Именно такого прям. Какой-то писк идет. Вот бултыхания нету. Это плохо. Что еще? Куда мы смотрим? Сейчас продую, потому что всегда забываю. И маленечко посмотрим. По кругу пройдемся. Потому что это крутой бампер. Керамики? Да, 2, да? Керамики 2. Крутой. Недавно был беспробежный. Успел, как говорится, да? Да. Так же, как и я. Чуть-чуть вот. Или что это? Букашки, таракашки. Да. Смотрите, какой обвес мощный. Колеса какие. Обвес это вот керамики, ребята. Это четко. Посмотрим, колеса какие. О, тоже как у меня, форвард. У тебя посмотрел. У меня посмотрел. Но четкая резина. Я думал, дубовая будет. Нормально, мягко. Вообще четко. Без звука стало, чем летняя. Да, 205-65 силика. Вот люди смотрят, как бы я за советы деньги не беру. И чем керамики отличается? У меня просто вот такие полосочки, а у него треугольнички. Вон у меня простая катафотка, видите? Маленькая. Я с лампочкой поставлю. Можно лампочки поставить, как бы заколхозить. Еще спойлер есть. У меня нет спойлера. Так. Что внутри интересного? Хоба. От керамики, видите, какой обвес четкий. Насколько он увеличивает? На 2 пальца ширину. У меня получается это вдавленность. Сторона вдавленная. Да, у меня нету никакой керамики. Простой. Есть телевизор. Нет печки. Видите, в чем дело? Поэтому вопрос возникает. Вот какие-то. Зачем они эти штуки здесь поставили, интересно? Так. Салон. Ручка крашеная. Должна быть хром. Хромированная должна быть, а не крашеная. Вот еще. Не обшито. Не обшито, видите? Казалось бы, внешку сделали, да? Керамику вот эту вот наложили, вот эти вот обвесики, мордашку сделали, да? Но не сделали обшитие торпеды. Вот, у меня вот здесь тряпка у воксиков. Тут есть тряпка, да? Да, вот тут не такая, у тебя тряпка, вот реально тряпка. Да. А есть с такими как бы, такие точечки такие, да, велюровые. А это тряпка. Мафон есть, мафон. Что еще есть? Одна дверь, 2? Оба. Обе двери электрические. И кожаный руль, соответственно. Круиз есть? Круиз нет. Вот круиза нет. Полоса есть. Датчики. Вот как-то избирательно, ребята, бывает. Избирательный какой-то вариант. Видимо, японец сам выбирал. Я, говорит, хочу красоту, а мне эти печки не надо, да? Мне надо 2 двери. Сказал, мне надо 2 двери. Да, 2 двери и датчики по полосам. Вот, видите?
Датчики столкновений. Ну, четко, все равно четко. Зато внешка четкая, да? Итак, сейчас обдуем и загонять. Так, красавчик заезжает. Ага. Все. Глушим, глушим. Будем батареечку смотреть. Но все равно, ну вот бампер, да, задний бампер отличается. Вот какие-то вот такие формы есть, как клыки, клыкоподобные. Еще есть такой момент, то что обязательно хозяин должен сюда поставить либо брызговики, либо туда, как я, лайфхак у меня есть, там бутылки запихать туда вовнутрь. Да, смотрел. Да, потому что пробьет. Вот именно вот этот бампер я вот чаще видел пробивание. Она как, снизу так? Ну, вот так летит камушек вот так, да. Он протектор попал сюда, вот. И вот тут полость, смотри, вот она полость. Вот. О, блин, я сейчас замараю, перчатки новенькие одел. И прям вот сюда летит, и прям вот сюда в обвес. Бах, внутрь. Бьет, бьет, бьет и пробивает, короче. Ну, видел ты, по-моему, видео видел, где пробитие есть. Итак, сейчас первым делом аккумулятор. Сейчас все надо сдвинуть, коврики убрать. Итак, обнаружили японскую монету. Что она означает? Сколько этой? Моя, блин. Что-то 10. Прибавим. 10 чего-то. Я потом переведу, постараюсь. Прикольно. Тут что? Тоже что-то написано. Японский трофей. Так, теперь смотрим. Сетка. Ну, чуть-чуть грязновато, но совсем чуть-чуть. Вон попытался тут собраться войлок, лебяжий пух я его называю. Ну что, продуем. Ну вот, я керамики в очередной раз даже провода нету. Почему-то провода нету. Это, да, провод? Да, даже провода нету. Понятно. Как правило, было. Отдельно купить это, поставить. Да? Даже провода нету, ребята. Интересно. А я думал, что японцы всегда проводку тащат. Оказывается, нет. Ну, глянем глубже, может, есть все-таки. Чище орешки, да, японские. Ну так, без пробежка есть без пробежка, все равно чистенько. Вот какая-то ложечка японская. Вкусняшки кто-то кушал. Вот. Ладно, продолжаем. Снимай, пожалуйста. Просили Аркадия Паровозова. Где, говорят, Аркадий? Я покажу. Видно? Угу. Грязно. Так-то не сильно грязно, но не пыльная.
Все, ребята, подключил я. Батареечка в статике 0,006 было. Вот. 16:32, все записал, 400 метров, разрядка. Поехали. Все, вату катать не будем. Все быстро делается, потому что машина на полное ТО. Посмотрим контакты. Хоба. Так, включил специально подсветочку. Силы тьмы, ну, уже что-то зелеными какими-то стали. Вон зеленое пошло. Сами гаечки в хорошем состоянии. Сами гаечки. Вот, но контакты зазеленели маленечко. Вот. В принципе, это мы все поменяем. Вот зеленый прям стал. Да. А в некоторых силы тьмы бывает. Прям черным становится и так с минуса нападает на плюс. А тут зеленым. Так, зеленая. Тут чуть-чуть, видите, какое состояние. В принципе, 16-го года, да? Ну-ка, 8 лет машине. Нормально. За 8 лет. Первая проверка. Проверял, когда покупал? Нет. Чисто сразу, да? На авось. Авось повезет. Так, смотрим. О, чукурушный волос увидел я. Чукурушка, иди-ка сюда. Оба. Кто не знает, кто такие чукурушки, это чисто девушка по-якутски. Или как? Нет, да? Короче, волос чукурушный. 20. Ну-ка, почему я не вижу табаковушки? Блин, ребята, я не вижу. 0,4, 0,5, 0,6. А, ну все. Смотрим тогда вот эти цифры. Так, что тут у нас? 98, значит, это должен быть 99. Это должен быть по нулям. Ну, 20. Так, 20, значит, 21, это должен быть 22. А, 0,2. Ладно, это будет 0. Тогда это будет 2, значит, это должен быть 3, значит, это 4. Все правильно? Это должен быть 5, значит, это 6. Правильно? Этот 7, этот 8, этот 9, этот 10. Там внизу этот 11, это значит 12. Это 13, это значит 14. Вот чуть-чуть вот мы заметили какую-то грязь вот здесь. Мы берем 14, значит внизу 15, следующий 16, 17, 18, этот 19, значит это 20, ну 40, значит 40, значит 41, следующий 42, 22, 23, 24, 25. Что-то было, ну скорее всего это модуль ровный. Только я вот последнее время вот сейчас замечаю, когда вот так вот по 8. Так. Первый этап. Записываем быстренько. Быстренько записываем. Так, быстренько записываем. 14,96. 0,310. 0,310. Разница 0. О, 0,12 разница, ребят. Поехали дальше. Второй этап. Да, я когда вот так 28 вот последний раз замечаю вот этих 28 элементов, бывает вот разброс какой-то небольшой. А так основной костяк есть. Вот, допустим, тут 10 сразу есть поочередно. И потом какой-нибудь небольшой разброс бывает. Я считаю, что это нормально. Так, ну второй этап. Где эта грязь была, блин? Уже убрали. Ага. Ну и волос, вот волос мы убрали тоже. Где-то тут волос был. Ну а так состояние батареечки сами выглядит, как выглядит все, как новенькая. Прям вот я смотрю на нее, прям чистенькая такая. Все, вот бархотка, смотрите какая, прям чистенькая. Болтик как блестит, смотрите, как новенький. Все вот эти болтики тоже как новенькие. В принципе, что, 16-й год. Машина-то свежая, по сути. Вот даже вот здесь вот видно металл какой. Вот только, блин. Только его вот состряпали. А как-то называется этот металл, кстати, его сейчас делают цинк или что это такое?
прицепы делает МЗСА вот с такой. Чтобы не красить. Вот такие прицепы. Металлоконструкции тоже есть такие же. Сейчас вот на болтах, которые собираются. Цинкованные, да, какие-то. Так, ладно. Второй этап. Ну все, прошла эта батареечка все испытания. Так, всего лишь навсего 5 на 5-м этапе у нас она вывалилась. 2 минуты, ну 300 почти метров слили. Чуть-чуть не прошла 5 этапов. Но вывалилось раз, два, три, 4, 5. Ну, я заканчиваю всегда, когда 5 пар до 14 вольт разрядилось. В принципе, что мы наблюдаем в этой картине? Самый сильный первый, потому что охлаждение, как всегда рассказываю, охлаждение вот тут вот с первой, вот где черненький проводок идет. Вентилятор, первый холодный воздух охлаждает вот эти два, эту пару, поэтому она считается самой сильной. Следом тоже чуть-чуть посильнее идет. Вот. Ну как-то тут получилось то, что снизу началась разрядка. Вот они, первый выпал, по-моему, 8-й выпал первый. Вот. Сейчас, в принципе, по сути, делать ничего не надо. Ну, можно было бы, конечно, кое-какую перекидочку сделать. Но это время. Время и деньги. А бюджет ограничен, поэтому просто меняем контакты. Это состояние запоминаем, грубо говоря, через, ну, летом. Зиму катаем, летом приезжаем, смотрим опять проверочку. Если что-то изменилось, то тусовочка. Все, сейчас лишних денег не надо. Хотя, в принципе, можно было бы, сейчас я переговорю с человеком. Есть на это, нету. Ну все, в принципе, разобрались. Чуть-чуть профилактику инсульта делаем. Пусть пока зарядится. Сейчас кое-что. Беспробежка же была с Японии. Поэтому кое-что обнаружил. Там хозяин говорит, не пьет кофе. А я вот такую штуку обнаружил. Лотте. Посмотрим, что это такое. Так, кое-какие манипуляции прошли. 0,09 разбег. Сейчас рассадим, посадим и посмотрим, что будет. В принципе, профилактика инсульта сделали. Надо все быстро уже идти на двигатель, уже переключаться. Ну, картина получилась, ну, в принципе, понятная картина. Все ровненько, с графиком. Все четко. В общем, разбег 0,11, но потом выровняется. В общем, сейчас батареи закончили, контакты поменены. Все, чики-пуки, собираем, ставим. Человек может смело кататься. А да, сейчас зарядочка. Зарядить, сколько слили. 5 ампер. Ток 5 ампер. Больше нельзя давать. Хотя в машине 20 ампер фигачит. Когда заводится. Инвертор 20 ампер ему фигачит, как я понял. Сегодня я наблюдал такую картину. Опять пробочка у нас образовалась. Так, это у нас не гибрид, поэтому мимо проезжай. А вон там был гибрид. Вон там, вон он, боксик стоит. Вон он. Давай ко мне. Проверку ВВБ. Пока не поздно. Можно проморгать. Я проморгал на первом своем гибриде боксике. Ну и проехал тоже прилично. Так, еще один Вокси гибрид. Гибрид сила едет. Ко мне, пожалуйста. О, беспробежка даже, ё-моё. Прикинь, беспробежка. Балдеет. На тебя смотрит. Смотрит на меня? Не на меня смотрит. Лобовуха вторая приклеена. Все, готов уже к зиме. Я, кстати, на перегон тоже всегда ставлю лобовое. Там покупаю, сразу еду. Мало ли, вдруг прилетит что-нибудь в гости. А у меня родное лобовое. Ну и всегда продать можно. Лишнего нет, случайно? Не, у меня свой только.
Свой только лобовой остался. Газ нажми, пожалуйста. Да, все нормально. Глуши. Прям звук такой мощный, да? Басовитый, блядь. Звук заеб. Теперь второй этап. Чистка EGR. Посмотрим, что здесь. Фильтр мененный. Антифриз замененный. В двух контурах. Он прям бордовый такой. В общем, приступаю. Давай посмотрим, увеличим. Denso CH16 HR11 с плюсиком. Родные. Прошли 150 тысяч. Ну, зазор, конечно, шикарный. Все. На замену, конечно. Ну, пусть лежат у тебя как страховочный вариант. Смотрим. EGR. Сама дудка. Теплообменник, там кто как хочет. Радиатор EGR, кто как хочет, может называть. Вот, 160 тысяч. Здесь тоже вон такая грязюка. Здесь смотрим, тоже грязюка. Здесь сам клапан EGR. Внутри там тоже все черное. Видно, да? Дроссель в таком состоянии. Каналы тоже в состоянии. Сейчас все почистим. Записываем. А, подожди. Пойдем. Аркадия Паровозова. Обязательно техника безопасности, ребят. Глаза закрывайте, потому что тут столько всякой фигни внутри. Надо включить. Включить давление. О, блин. Я это удалю. Ну, смотрим. Надо как бы далека. Далека. Смотри, сколько людей. Дико, да? Как так-то, а? Я на день всегда смотрю. По тени. Видит он что-нибудь? А, не знаю, ты так не видишь, наверное. Над твоим фонариком снутри светить. Либо вот так вот светить. Вот, я вот сейчас вижу. Вон дофига. Мне за эту разработку такую премию дадут. О, Уже накрыл. О! Соты чистые. Грязь разводить смысла нет.
походу это последний Аркадий Паровозов, потому что у меня кое-что пришло, и я уже так не буду делать. Ну, по крайней мере, показывать. Это предварительное так-то. Всё, хорош. 2 hours later. Давай, заводим. Что, мы горит? Чеки не горят? Окей, но детекты. Он чуть-чуть будет потряхиваться периодически. Но сейчас пережует то, что там внутри осталось. Ну все, красавчик Вокси, керамики. Давай, керамика. Крутой аппарат, блин. Резина, как у меня, тоже последим. Его отзыв тоже потом по резине, по зимней. Е-мое, блин. Все-таки морда другая. Не такая, как у меня была. Давай, пока-пока. Четкие стопаки четко горят вообще. Ладно. Ну еще ждет меня вот филдерочек Суснеры. Сделаем мы его. Ладно. Пойду чуть-чуть инструмент раскидаю, как положено. Кстати, вот это удобнее, по-моему, система, чем кнопку нажимать. Быстренько шик-шик, поднял, опустил. Сейчас инструмент соберу, вытру стол. Инструмент соберу, везде разложу, как положено. И все. До дому, до хаты. Все. Всем пока. Подписка, лайк. Следите за техникой, за своей. Скоро будем антифризы менять. Уже начинается у нас. Запишу видео, как на своем примере, на примере своего авто. Всегда делаю другим людям, как для себя. Такой лозунг. Вот. На своем примере покажу, как меняется антифриз в двух контурах. Даже, но у меня еще две печки. Первый контур это инвертор, второй контур это двигатель. А в двигателе еще две печки у меня. Чтобы ничего не завоздушило, все по грамоту буду делать. С промывкой, дистиллированной водой. Промывочку вот взял. Восток, вода дистиллированная. Так что все по уму сделаю, по красоте. Ну и превью небольшое. Что буду лить? А буду я лить, ребята, номер 1 в России. Вот вам. Всегда в конце показываю. Превью следующих роликов. Номер 1 в России. Антифриз. Минус 40. Мультифриз. Ну минус 40 кто-то скажет мало. Замерзнет. Но я не собираюсь бросать ее, блин. Чтобы она у меня колом где-то встала. Хотя в принципе может и сломаться. С одной стороны минус 40 мало. Но вот такая вот технология, ребят. Ставьте паузу. Смотрите. Почему именно он? Ну потому что я люблю российского производителя. И я уважаю этого производителя. Именно Синтек, Обнис, Коргсинтез. Ребята молодцы. Ребята вкладывают в свой бизнес. Ребята делают канистрочки, что-то в дизайн. Вот это все. Смотрите, какая-то перфорация здесь появилась. Прям, ну канистра просто шикарная. Мне очень нравится. Какая графика здесь на этикетке. Как здесь все сделано. Четко. А, тут еще можно что-то отсоединить. Смотрите внутри. Ну-ка. Ну-ка. Оба, нифига себе. Хопа, ребятки. Тут все написано. Этикетка уже дорого-богато. В общем, кому надо, вот штрих-код. Сканируйте, покупайте. Не очкуйте.
Но главное, чтобы было запечатано. Посмотрим тут у нас как. Блин, одной рукой не могу, ребят. Плотненько закрыто так. Крышечка прям. Пластик приятный. И вот обязательно смотрите, чтобы была брендованная пробочка Синтек. В общем, специально взял себе чисто теоретикам и прочим хейтерам там. Ну, в принципе, у каждого своя голова. Кто-то захочет, вот, допустим, Татачи минус 50. Тоже хороший продукт, в принципе. Можно было бы и его, конечно, тоже. Но каждому свое. Я решил попробовать вот эту, потому что и масла у меня тоже этой же фирмы заливаются, как говорится. Ну, это чисто я делаю для себя, а там уже как человек захочет. Хочет Татачи, потом зальем Татачи. Хочет Синтек, зальем Синтек, как говорится. Любой каприз за ваши бабки. Ладно. А даже можно, в принципе, вот такое заливать. Смотрите, пожалуйста. G12 Plus, Delfin, Lux, Long Life. Ничем он, в принципе, не отличается особо. Но это стояло здесь. Это не значит, что я буду такое заливать. Вот у меня Синтек. Он имеет цвет такой фиолетовый. В общем, а вот этот имеет Татачи цвет красный. Вот такие дела. Вот такое превью, ребят. Подписка, лайки. Что бы хотели, как хотели бы посмотреть. В общем, буду делать красоту. Все, всем пока. Вот, больше 30 лет назад приобрел автоматическое закрывание ворот в гараже. Работает постоянно.